Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 43. Русские как часть Золотой Орды. Имеют ли современные татары отношение к Чингисхану и к монголо-татарам? Имеют. Точь-в-точь такой же степени и ни грамма больше, и ни грамма не меньше, какое отношение имеет русский народ к этим самым монголо-татарам. Не больше, не меньше. Потому что и русины, русаки, русичи, как они называли тогда себя, составляли часть монголо-татарских войск в течение 2,5 веков после завоевания Джучиева-Улуса. Вот 3 источника, 3 составные части так называемого монголо-татарского войска. Первый – тюрки, второй – русины, русаки или русичи, третий – казаки. Тюркские народы, русины, казаки во времена ханов составляли одно войско. Это мои измышления в бане. Уф! Плеснул воду на камни, жара, уф! Итак, после завоевания Джучиева-Улуса, то есть территории нынешней России, созданная Чингисханом армия не прекратила своего существования ни на 1 год за 250 лет правления ханов, так как государственное устройство носило полувоенный характер, военные и административные должности не разделялись. Все мужчины были военнообязанными и, когда требовалось, уходили служить в армию. Все подчинялись строгой дисциплине и управлялись при помощи законов Яса, Язу, письмо, Чингисхана, Ясы Чингисхана или Язу Чингисхана. Между татарами и русинами не было никакого антагонизма. По законам Язу в армии так называемых монголо-татар запрещалось кого-то унижать по этническим признакам. За это убивали. Тюрки, татары, русины, казаки, козаки, как называли их на Украине, были частями одной великой армии. Почему тюркские ханства потерпели такое сокрушительное поражение? И почему такое неприметное государство Русь вдруг объегорило, от тюркско-татарского слова «егерде» – бежать, объегорило мощнейшее военное в отношении тюркские ханства и стало во главе бывшего Джучиева-Улуса, продолжив путь сначала Московией, а потом Россией. Это произошло потому, что тюрки во главе своих славных полководцев в кавычках, хромого Тимура, хана Тухтамыша, Амира Идыгея, взяли да и перебили друг друга. Эти 3 козла, извините, сначала подружившись, а потом и став кровными врагами, устроили между собой десятки страшных войн. Молодые мужчины Золотой Орды погибли в пламени этих сражений. Одно из самых кровопролитнейших сражений между Тухтамышем и Тимуром произошло 18 июня 1391 года в центре Золотой Орды, в Поволжье, на реке Кондурча. Она протекает через нынешний Нурлатский район Татарстана и нынешнюю Самарскую область. Так в этой битве на реке Кондурча участвовало, по некоторым данным, около 500 000 человек. Многие из них были убиты в том сражении. Через 4 года стороны встретились вновь. На этот раз на Северном Кавказе в долине реки Терек, от тюркско-татарского «трык» – «живой», 15 апреля 1395 года. Грандиозное по масштабам сражение. По некоторым данным, участвовало там около 1 миллиона человек. Завершилось полным разгромом ордынцев. Между Тереком и Курой
близ нынешнего Екатеринограда, произошло славное в восточных летописях кровопролитие. Потомки Чингисхановы сражались между собой о стервенении злобы и гибли тьмами, писал Карамзин в своей истории государства российского. Хан Тохтамыш потерпел свое последнее поражение в 1399 году от Тимур-Кутлуга, племянника Урус-хана, которого Амир Эдигей после победы над Тохтамышем поставил ханом. Скоро Эдигей убил и этого Тимур-Кутлуга. Тамерлан же прошел почти всю Золотую Орду. Тамерлан, Тимур, хромой, хромец, железный Тимур Хромец. Прошел почти всю Золотую Орду, вплоть до Крыма, и уничтожил важнейшие центры государства во главе с его столицей Сараем-Берке. При этом часть городов, среди них тот же Сарай, а также Гульстан, Укек, Бельжамен, Маджар, были полностью разрушены и сравнялись с землей. Эдигей провел 16 боев с Тохтамышем и его сыновьями, и последний бой в 1419 году оказался роковым и для него, и для его противника, сына Тохтамыша Кадыр-Берді. Вот откуда пошла русская земля. Тюрки и татары во главе своих ханов и амиров перебили друг друга. Ха-ха. Монголо-татары победили самих себя. Смешной и довольно-таки обычный факт истории. Победила черная зависть. И на том сказочном сражении в Куликовом поле в 1380 году, место которого до сих пор никак не могут найти, их никто не победил, потому что придумано данное сражение задним числом, дабы показать, какие же мы были крутые, не в пример кочевникам. Русский народ, как я уже говорил, во времена Куликового поля не мог быть враждебным по отношению к монголо-татарам. И русский народ в кавычках, и монголо-татары в кавычках. Так как этот народ был частью тех же монголо-татар. Русины тогда говорили почти по-татарски, вернее, на смешанном русско-татарском языке, как это делал Афанасий Никитин, русский путешественник XV века. Во-вторых, Москва в те далекие времена никак не могла противостоять против такой армады от тюркско-татарского Урым, ополчения, такой армады. Сил было маловато. Только никому этого не говорите. Такое я могу сказать только в бане и только самому себе. Дилетант я, полный дилетант. Ничего не смыслю ни в истории, тем более в языках я ничего не бельмес. Короче, как я уже говорил, тут везде полнейшая чепуха, чушь и билиберда. Билиберда. Странное слово, не так ли? Греческое, латинское, церковнославянское, индоевропейское, гиперборейское? Нет. Оно происходит, это слово, от тюркско-татарского «бельми-берда», что означает «ничего не знает». «Бельми-берда» – «били-берда». Целое словосочетание, почти предложение перешло на русский язык, что опять-таки показывает, насколько мы были с русским народом в историческом прошлом. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы вам!